Новый зал бокса на базе Академии по хоккею имени Фетисова вскоре распахнет свои двери в городе Магаз для всех желающих заниматься одним из самых древних видов единоборств. Специализированный зал бокса оснащен новым рингом, профессиональными мешками и всем необходимым инвентарем, что делает его отличной подготовительной базой как для опытных спортсменов, оттачивающих свое мастерство, так и для новичков, которые только-только осваивают азы бокса. Но главная его привлекательность в том, что тренировки будут проходить под руководством олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чаркиева, чья проверенная годами методика подготовки боксеров позволит любому желающему достичь успехов как в боксерской технике, так и в общефизическом плане, повысить навыки владения своим телом и своими эмоциями. Ну, сказать честно, здесь инвентарь хороший, можно здесь провести хорошие тренировки, проводить хорошие тренировки для ребят, которые, маленькая группа, большая группа, взрослые. То есть все для того, чтобы зал оснащен всем тем, для того, чтобы можно привить бойцам навыки настоящих бойцов, тренироваться, и груши, и ринг, подвигаться на ринге, и гантели, и груши. Вот. Еще привезут груши, будут здесь настенные. Поэтому приходите, тренируйтесь. Сил вам! Наш чемпион не нуждается в представлении, но для людей не столь осведомленных имеет смысл напомнить факты его биографии и чемпионский путь. Он родился 11 января 1983 года в городе Тобольске, Тюменской области. Боксом начал заниматься в возрасте 12 лет у известного тренера из Ингушетии Руслана Чапанова, собственно, после переезда на историческую родину. За 4 года этот наставник сделал из обычного юноши настоящую боевую машину, и уже в 1999 году Чаркиев выиграл свои первые соревнования. Это был чемпионат России в весовой категории до 81 килограмма, а в 2001 году Чаркиев заявил о себе в полный голос на международном уровне, став победителем первенства Европы среди юниоров, которое проходило в Боснии и Герцеговине. В 2003 году Рахим окончил Институт экономики и права по специализации юриспруденция. На ринге представлял ЦСКА ВВС Самары. В 2002 году началась взрослая карьера Рахима Чаркиева, и в том же году спортсмен громко заявил о себе, победив на чемпионате России. Последующие 5 лет он еще 4 раза становился призером национального первенства, положил в свою копилку 2 бронзовые медали, 1 серебряную и 1 золотую. Большой международный успех пришел к Чаркиеву в 2006 году. Он поехал на чемпионат мира в Азербайджан, и в категории до 91 килограмма ему тогда не было равных. Выступая по взрослым, Рахим неоднократно становился призером чемпионата страны. В 2004 году он завоевал серебряную медаль, а в 2005 и 2006 годах был бронзовым призером, пока наконец в 2007 году не выиграл золото. Этот успех позволил Чаркиеву осенью того же года выступить в составе национальной сборной России на чемпионате мира в Чикаго. В финале того турнира Рахим проиграл с разницей всего в 1 очко известному итальянскому боксеру Клименто Руссо. Но главное событие в спортивной карьере Чаркиева произошло в 2008 году. Под руководством своего тренера Руслана Чапанова он поехал на Олимпийские игры в Пекин. Примечательно, что в финале он снова встретился с итальянцем Руссо. И многие эксперты тогда не верили в победу россиянина, но он проявил характер и взял реванш. Боксируя в категории до 91 килограмма, Рахим очень уверенно прошел олимпийский турнир, ни в одном из боев не дав усомниться в своем превосходстве над соперниками. В полуфинале им был повержен известный кубинец Осмаи Акоста, а в решающем бою за золотую медаль Чаркиев взял реванш у Руссо. После олимпийского триумфа Рахиму было присвоено звание заслуженного мастера спорта. В следующем году Чаркиев принял решение завершить любительскую карьеру и перейти в профессиональный бокс. Дебют Чаркиева на профи-ринге состоялся 10 октября 2009 года в немецком городе Росток, в котором он победил нокаутом во 2-м раунде болгарина Тайяра Махмеда. Тренерами Рахима на этом этапе его карьеры были известный немецкий специалист Михаэль Тим и экс-чемпион мира из Узбекистана Артур Григорян. Первые 2 года на профи-ринге Чаркиев уверенно побеждал соперников в рейтинговых боях, как правило, заканчивая поединки досрочно. Первый титул в профессиональном боксе, звание балтийского чемпиона WBC в первом тяжелом весе, Рахим выиграл в январе 2012 года, одолев соотечественника Александра Котлобая. Впоследствии Чаркиев провел 2 успешные защиты этого пояса. После убедительной победы в ноябре 2012 года над рейтинговым американцем Андерсон Тейлором перед Рахимом открылась прямая дорога к бою за звание
звания чемпиона мира по версии WBC. Поединок Чаркиева с тогдашним обладателем этого титула, поляком Кшиштофом Владарчиком, состоялся 21 июня 2013 года в городе Москва. Успешно проведя первую треть боя и даже послав однажды действующего чемпиона мира в нокдаун, с середины схватки ингушский боксер начал терять инициативу. Отдав слишком много сил и энергии в начале поединка, Рахим утратил выносливость, что в итоге привело к его первому поражению на профи-ринге. В 8-м раунде бой был остановлен, однако проигрыш не сломил Чаркиева. Он довольно быстро вернулся на ринг в январе 2014 года, подписал контракт с крупнейшей российской промоутерской компанией «Мир бокса» Андрея Рябянского и снова встал на победный путь. Уже в марте 2014 года, одержав досрочную победу в 9-м раунде над финном Юха Хапоя, Рахим обзавелся титулом серебряного чемпиона WBC в первом тяжелом весе. Затем в мае того же года провел его успешную защиту в бою с колумбийцем Сантандером Сильгадо, а в октябре нокаутировал бывшего чемпиона мира из Италии Джакобо Фрагомени и примерил на себя пояс чемпиона Европы. 28 ноября 2014 года в рейтинговом поединке Рахим одержал победу нокаутом в 4-м раунде над бразильцем Джексоном Джуниором. В апреле 2015 года Чаркиев одержал уверенную победу над опытным соотечественником Валерием Брудовым, отправив того в тяжелый нокаут в 4-м раунде. После этого, спустя 1,5 месяца, Рахим вновь вышел на ринг, где играючи расправился с небитым американцем Джуниором Энтони Райтом. В сентябре этого же года Чаркиев нанес поражение бразильцу Хамилтону Вентуре, победив неудобного соперника единогласным решением судей. 4 ноября 2015 года в Казани Рахиму противостоял британец Ола Афолаби. В драматическом бою Чаркиев уступил более опытному визави. В бою с ним Чаркиев повторил свою старую ошибку. Он снова довольно быстро сбился на беспорядочный навал на оборонные ретуры соперника, а не сумев его нокаутировать, потерпел второе поражение в своей профи-карьере, будучи остановленным в 5-м раунде. В мае и сентябре 2016 года Рахим провел свои очередные поединки. Сначала единогласным решением судей был повержен Томас Лоди, а после досрочно побежден Алехандро Эмилио Валори. Одержав 2 победы, Чаркиев появил возможность оспорить вакантный титул WBA International в поединке со своим соотечественником Максимом Власовым. Бой выдался крайне напряженным и интересным. Оба бойца побывали на нокдаунах, и в тот момент, когда казалось, что Чаркиев перехватил инициативу, Власов вновь отправил его на канвас. В результате Рахим уступил техническим нокаутом. В октябре 2017 года 34-летний Рахим Чаркиев объявил о завершении боксерской карьеры. Рахим, какие планы? Вот есть этот зал. Что входит в ваши планы? Какая идея? Какие планы? Планы только одни. Воспитать новое поколение бойцов, боксеров, которые смогут показать, за которых мы можем гордиться, которые нам принесут большие спортивные успехи во славу нашей страны, во славу нашей республики. Это главная цель. Вопрос в том, как добиться этой цели. Это задача не одного дня. Олимпийские чемпионы одним днем не рождаются. На это надо многие годы, на это надо работать. То есть здесь будет не только любительский, профессиональный бокс, не будет узкой специализации, да? Нет, я думаю, этот зал предназначен для широкого профиля, да. То есть и любительский бокс, и профессиональный бокс. Вот. Но у меня был другой случай. То есть, да, не было, так же было. С другой стороны, было очень тяжело. Не было такой существенной поддержки. Бывало так, что выезжали за свой счет вот, на соревнования. Но все равно мы добились больших высот в боксе. Нам нравилось это. У меня был рядом со мной был очень сильный тренер, который знал толк в боксе. Руслан Чапанов. Несмотря на сложности, на трудности, мы все равно достигли больших вершин. Мы не должны сейчас создается очень много условий для спортсменов. Все мы знаем, что очень много за последнее время открылось спортзалов, залов. То есть молодежь себя может найти, может в свободное время заниматься спортом, добиваться. И дорога открыта в любом виде спорта добиться успеха. Вот. Есть из чего выбирать, есть к чему стремиться. Дают возможность себя реализовать. Но почему-то упал у нас бокс в республике, упал до невозможности. Причины такие, что
И в том числе, что появилась у нас возможности молодому человеку себя реализовать. Не только в боксе может себя найти, и там и разные другие виды спорта. Тут никогда не было. Хоккей у нас даже появился, и ММА никогда не был, тоже появился, бои без правил. Очень много, часть молодежи перешла в эти единоборства. Вот. Это, я не говорю, что это плохо, это хорошо, но бокс с нашей позиции, я как боксер осуждаю, это, конечно, не очень хорошо, и он утратил свои позиции. Ну, первое и самое главное, что должны быть сильные специалисты в этом виде спорта, сильные тренера должны быть. Только тогда будет результат. И не только специалисты, ну, не только специалист своего дела, но и человек, который очень сильно хочет, имеет желание воплотить свою мечту в реальность, воспитать олимпийского чемпиона, чемпиона мира, неважно, чемпиона в боксе. Скажи, что является залогом успеха в боксе? Ну, это понятно. Составляющих каких-то? Очень много аспектов. Вот я этот путь прошел, и на своем примере могу сказать, что составляющая успеха это много. И закладывается оно уже в маленьком возрасте. И это долго перечислять. Это и начиная с своих родителей, которые тебя опекают, которые тебя взращивают, которые вкладывают в тебя и ставят тебя на ноги. Это первые шаги, это самое главное, это основа, это фундамент, да? Все это в малые годы закладывается, основные характеристики человека. И в дальнейшем, конечно, нужно, чтобы был хороший, очень важно быть, чтобы был рядом хороший наставник, там, тренер, твои коллеги по цеху, одноклубники твои, чтобы с ними можно было находить пищу для ума, то есть уметь с ними там стоять в парах, работать там, вот, быть сильнее их, совершенствоваться каждый раз. Вот. И, естественно, еще там уже более такой взрослый уровень бокса, более сложный уровень бокса, когда мужской вид, взрослый бокс идет уже на чемпионатах страны, на сборах и с именитыми, и самыми сильными съезжаются на сборы самые сильные там бойцы, там боксеры. И вот ты все время должен жить и в конкуренции. То есть и вот я так рос, все время была сильная конкуренция. Есть, допустим, талантливые ребята, да? Есть трудолюбивые. Да. Что важнее, талант или вот это усердие, это стремление? Ну, там можно родиться талантливым, но станешь ли ты чемпионом с большой буквы? Вот. Тоже, ну, знаешь, тут палка двух концов, как говорится. Без таланта родиться можно, но для этого нужно много приложить, чтобы родить в себе этот талант уже самому. Ну, говорят иначе, говорят, что вот талантливые, если это дано, вот как дано, вот говорят Богом, да, дано или нет. В этом тоже есть правда своя, да, действительно. Вот. Но есть, как говорится, я ничем не талантлив не был. В моем зале, в наших залах очень много ребят тренировалось, и посильнее меня были ребята. Просто всему свое время тоже. Всему свое время. И если не дан талант, я не был талантливым. Вот. Ну, я знал, что во мне есть свои определенные козыри тоже. Это я сейчас понимаю, конечно, что было очень сильное терпение. Я очень терпеливый был. Я просто ждал своего времени, и оно пришло, это время, в нужный момент. Вот. Где-то нужно просто потерпеть, выждать. Вот. Рано или поздно, если ты веришь в свою мечту, идешь к своей цели, рано или поздно ты до ее добьешься. Ну, только не сворачивай с этого пути. То есть тебе ничего не должно сломить, чтобы добиться своей цели. Рахим, кого ты мог бы выделить из наших ингушских боксеров? У нас хорошие имена есть в боксе. У нас маленькая республика, мы все на виду. Начиная еще с советских времен, это я не могу не отметить заслуги Руслана Чапанова, тренера, который воспитал очень много достойных, сильных ребят. Еще с советских времен были большие имена в боксе.
Вот. И все это знают, эти имена. Это и Джаниев Умар, сильный нокаутер боец, это и Ахмед Катиев. И много-много других имен. Да. Люди, которые вписали свои имена в историю. А если брать современников? Ну, у нас вот сейчас, если вернуться к вопросу возрождения бокса, у нас недавно прошел турнир по профессиональному боксу «Герои ринга». И, сказать откровенно, да, есть новые имена, есть ребята, которые могут составить будущее бокса нашего ингушского. Вот это Иса Чинеев, это Илиев Исмаил, вот, другие ребята, Рашид Кадзоев. Ну, есть имена, они рано или поздно всегда появляются. Есть большой молодежный потенциал молодежи. Молодежь хотели в первую очередь вот этим турниром. Цель была, главная основная мысль, это то, чтобы молодежь занималась спортом, занималась боксом. Привить любовь к боксу. Вот благодаря таким турнирам у нас появились новые имена, Илиев Исмаил, Чаниев Иса, которые, на примерах которых молодежь тоже потянется в спортзал, потянется в ринг, будет заниматься. Первый шаг, который хотели сделать, это организовали вот этот турнир. И во многом благодаря патриоту, человеку, который болеет за бокс республики, настоящему ингушу Хусейну Бузуртанову, который, как оказалось, очень даже сильно разбирается в боксе, в подковерных интригах, там менеджерские дела, да, потому что то, что мы видим в ринге, это одно, а подковерных делов там очень много. И поэтому вот это надо знать, как договариваться, уметь, находить нужных оппонентов, выстраивать грамотно сетку, тактическую сетку выхода на титульные бои через рейтинговые, да, вот, уметь заключить договора, вот, найти инвестиции для того, чтобы своих бойцов на высокий пьедестал, на высокий поднять вершину. Сегодня тебе исполняется 35 лет. Уже исполнилось. Вот. Прими мои искренние поздравления. Спасибо. Души. Не, и такой вопрос. Вот по истечению вот этого отрезка жизни, да, ты прошел большую школу, любительскую, профессиональную. Сейчас в преддверии уже новой тренерской деятельностью уже заниматься. У тебя еще там, в любом случае, есть еще более амбициозные планы. Мог бы ты как-то подытожить, оглядываясь назад, и если это возможно, планы на будущее? Ну, планы плохие. Жизнь не останавливается, она продолжается. Конечно же, мне очень хочется, чтобы бокс в республике развивался, вот, чтобы он не утратил свои позиции. В чем я вижу себя лично? Ну, у меня замечательная семья, мое счастье в этом тоже. Вот. У меня есть свои тоже определенные цели в дальнейшем. Те же спортивные, потому что я считаю, что еще могу пользу принести именно в этом контексте, в плане и тренерской работы, да, понимание этого вида спорта, понимание вообще спорта в целом. Вот. Конечно, хочется быть полезным для республики, вот, и оставаться верным его величеству боксу. Я боксу 20 лет отдал, и, есть заслуги, повезло, стал олимпийским чемпионом. В профессиональном боксе есть определенные пояса, заслуги тоже. И такая разница, да, для людей, неискушенных именно в этом виде единоборств, мог бы внести ясность? В чем заключается разница, может быть, в подготовке? Ну вот, да, и в подготовке, и в проведении самих турниров, соревнований, и там восхождение по рейтингу. Там, вот с позиции боксера, вот, любительской и профессиональной, да. Ты был и там, и там. Да. Ты можешь рассуждать и знаешь плюсы и минусы. Да. Вот расскажи, это что-то сложнее, что-то проще, или там нету простых путей? В чем-то да. Есть что-то сложности и легкости в профессиональном боксе, но в то же время что-то не хватает от любительского, да, есть такое. Вот, например, допустим, если ты работаешь в олимпийском боксе, ездишь на соревнования, выступаешь, участвуешь в тренировочных сборах, то там это больше такой коллективный
общаковый, скажем так, спорт, да. То есть там большая команда, много тренеров, ты работаешь в сборной, варишься, там все. Вот. А здесь больше такое, более профессиональное, но узконаправленная индивидуальная работа очень много. Вот. В том числе и физподготовка индивидуальная у тебя, допустим, там тренер, который сильный специалист именно вот в физподготовке, да. Вот, и индивидуальная работа с специалистом, который именно в боксе, да, тебя прививает тебе там навыки профессиональные, оттачивает навыки профессиональных там бокса, да. Вот, более тонкая такая профессиональная, филигранная, индивидуальная работа именно в профессиональном боксе. Всему свое время, и там очень важно. Я еще олимпийский бокс называю быстрый бокс. Быстрый бокс, потому что действительно, именно в отличие от профессионального бокса, там очень важна, в олимпийском боксе очень была важна скорость. Если ты быстрый, если ты маневренный, если ты скоординированный, тактически, технически, грамотный, быстрый, то есть от скорости тоже много было, там зависело именно. Потому что у нас, когда вот я выступал, было 4 раунда по 2 минуты, то есть совсем мало времени. И за это короткое время надо быстро набрать очки. Вот. В профессиональном боксе немножко иначе, там ты можешь выходить и хоть и на 6-раундовый бой, и на 12-раундовый, особенно если 12-раундовый, это маленькая жизнь. Ты можешь хорошо начать, можешь плохо закончить. Вот это надо, поэтому очень, это как маленькая война, да, такая, большая война, которую ты должен тактически грамотно распределить и силы, и вовремя, и уметь сохранить на эти 12 раундов и там свою функциональную возможность, выносливость, понимаешь? И подготовка, именно надо быть готовым, то подготовка немножко такая очень долгая, продолжительная. Ты можешь и 3, и 4 месяца даже готовиться к таким боям. То есть это надо жить этим. Жить надо и всецело посвятить себя этому, чтобы быть на высоте. Рахим, возвращаясь опять к теме наших ингушских боксеров, хотел бы у тебя поинтересоваться, вот что нас выделяет, в чем наша сильная сторона, если, допустим, рассматривать боксеров разных других, да, там, этнических принадлежностей, допустим, там у немцев есть дисциплинированностью славится, там, у мексиканцев. Могу ответить. Вообще брать Кавказ, у нас свой дух есть, свой такой патриотизм есть, своя такие вот гены у нас, которые нам дают возможность быть сильными, быть мужественными, быть храбрыми, быть трудолюбивыми. Вот. Если мы говорим о частностях, говорим о боксе, то все это перекладывается и на бокс тоже. Без этих качеств никуда. Терпение нужно, где нужно, и терпение нужно, где нужно отвага, и храбрость, и смелость, воля, сила воли. Все эти качества помогают быть сильным, и это необходимо для того, чтобы побеждать в серьезных боях. Рахим, не мог тебя не спросить твоего авторитетного мнения по поводу вот боя, который в том году состоялся и стал в мире бокса очень значимым таким событием. Это вот средневесы Альварес и Головкин. И такое, Канело, да? Такое спорное решение, много споров, и все ждут этого реванша. Что ты думаешь лично? Ну, я думаю, что там немного все-таки преимущество было на стороне Головкина, но он смотрится уже не таким сильным, он все-таки возрастной уже боксер, а Канело молодой, перспективный, у него просто мощи больше было. И визуально так, может быть, где-то казался он, да. Поэтому это как-то так вот ничья, и сейчас вроде как намечается матч-реванш, да, если не ошибаюсь. Да, на май месяц. Это справедливое решение было, как ты считаешь? Или все-таки один из них был кто-то лучше? Ну, мне кажется, вот, знаю Головкина, мне кажется, да. Ну, если я вот смотрю, да. Ну, видишь, он же на американской земле, он же с мексиканцем боксер. Там же надо было более убедительно это все показывать. Но
Матч-реванш, конечно же, если вы меня спросите, какой исход, я думаю, дальше будет. Думаю, хотя это бокс такой вид спорта, когда нельзя строить, мы не, как говорится, один Всевышний знает, да, мы же не можем, да, мы можем поставить там на сильного Головкина, сильного своей тактикой, своей богатой силой бокса, силой школы бокса. Вот, но тут все-таки, мне кажется, на стороне молодого Канело. И этот матч-реванш не на руку Головкину. Нежелательно, вот, я думаю, матч-реванш. Ну, видишь, раз матч-реванш, значит матч-реванш. И понимая это, он парень умный, понимая это, он будет, естественно, и грамотный, и тренер у него хороший. Он не будет делать все, чтобы... Вот. Ну, естественно, и сторона Канело тоже. Вот. Исход боя в боксе никогда не любил предугадывать, потому что это дело неблагодарно. Визуально ты видишь слабые и сильные стороны, да, по предыдущим боям, да, бойцов. Есть какие-то, есть свои данные сильные, хорошие у Головкина, и физические, и такие, опыт его. Ну и Канело тоже, в первую очередь, его молодость, его напор, его сила. Так. Да, но надо отметить его силу духа, в первую очередь. А твое мнение, твой взгляд очень интересно было. Каким? Теперь будет зал бокса, новый зал бокса. Под твоим руководством это уже много значит. Для любого мальчишки, который собирается посвятить для себя этому спорту. Скажи, вот что этот бокс может дать вообще парню, мальчику, который все-таки решится пойти там? Ну, опять же, я не могу говорить за других, я скажу за себя. Он может дать все. Все может дать. Он откроет другие грани жизни для себя, если он будет в этом деле преуспевать. Это другая жизнь, это понимание всего через спорт. Вы знаете, вначале я начал заниматься спортом, я полюбил его не потому, что мне понравилось там драться, да, с кем-то, а потому что я понял, что через спорт я могу путешествовать. То есть я мог, допустим, поехать в другой город, я узнаю новый город, мне это было интересно, узнать новый город, познакомиться с новыми людьми. Вот. Это тоже тянуло. В спортзал тоже тянуло, потому что я знал, что я подготовлюсь к соревнованиям, будет хорошо, если я выиграю. Когда был совсем маленьким младшим, юношем, постарше, но я увижу новый город, я увижу новых людей, я что-то для себя новое открою. Это было интересно. Вот. А когда, будучи уже взрослым, все время это стремление всегда жило во мне. Вадим, вот 35. Самое твое большое достижение твоей жизни. Что ты считаешь? Сложно сказать. Не хочу бы сказать, что не хотелось бы говорить, что это именно олимпийская моя победа, но зачем уходить от правды? Ведь действительно через заслуги в спорте меня знают люди. Я рад, что у меня живы и здоровы мои родители. Я рад, что они меня воспитали таким, какой я есть. И я рад, что у меня молодая, крепкая, здоровая семья. Нам мало того, что ты один олимпийский чемпион, и я думаю... Мы хотим еще, да. Нам действительно мало, надо еще. Хотя вот бывает... Уже, даже начиная с этого зала, и я уверен, все ты воплотишь своим стремлением. Многого добьешься и в этой тренерской деятельности. Ребят, занимайтесь спортом, занимайтесь боксом. Это всегда сделает вас сильным, крепким, и вы всегда найдете дорогу себе в жизни, пробьете дорогу в жизнь. Приходите в зал, тут у нас есть все необходимое для того, чтобы сделать из вас успешным спортсменом, успешным боксером, добиться больших высот в спорте, привить вам навыки боксерского мастерства. Занимайтесь спортом.